Сооружение называется акведук. Камни уложены очень хаотично. Виден раствор. Какие ровные блоки, как они резали. Привет, друзья! Сегодня я выбрался из города посетить такое удивительное место в Испании, называемое возле города Эльч. Водный канал. Я прибыл сюда, и меня заинтриговал вот этот вот мост, о котором я хочу сейчас вам рассказать. На самом деле, это скорее всего не мост, а я посмотрел в источниках. Такое сооружение называется акведук. Акведук, друзья. Аква — это у нас вода. Дук — это дуктус. Это у нас проводник, канал от латинского. И такое данное сооружение строили в Средневековье, либо во времена римского правления. Вот, видно, оно обновлялось какое-то время. Но в любом случае сразу видно по сооружению камни очень старые, хаотичные, неразборные, не прямоугольные. Но здесь есть прямоугольные камни, конечно, они идут рядами в некоторой степени. Сейчас я вам покажу немного, ребята. Вот такие вот водоотведения, фартуки сделанные. Вот, само сооружение очень удивительно. Видите, вот здесь вот на самом гребне есть вот такой вот скат в две стороны от дождя. Есть вот такие вот фартуки, где вода может уходить в сторону, друзья. Вот. Камни уложены очень хаотично. Виден раствор, сцепление с мелким гравием. Но, как говорится, несмотря на хаотичную кладку, друзья, вот само вот мостовое сооружение для воды, оно очень гармонично смотрится. Вот что-то, какие-то колонны остались, тоже похоже еще старше, чем этот акведук. Вот, здесь текает горная река. Но сейчас я хотел немного остановиться на этом акведуке. Вот видите, арочное сооружение, блоки попарно. Сперва большие блоки устанавливаются, потом маленькие. И вот так вот в ряд, чтобы можно было забивать небольшие камни, фартуки. Первый этаж фартука, второй этаж фартука от дождя. И само строение, друзья, арки. Обратите внимание, какие ровные блоки, как они резали-то римляне, какими приспособлениями. Но в любом случае здесь устанавливалась опалубка. Опалубка — это у нас несущие конструкции из дерева, возможно, из пальм или из чего-то еще другого. Заметьте, вот такой вот камень клиновой стоит прямо посередине, который замыкает. И после того, как раствор схватывался, они, наверное, снимали вот эти несущие конструкции, поддерживающие опалубки, формы. Вот диагональные у нас вот подошва, самая несущая, как здесь, так там. И вот здесь туристы ходят, наблюдают. У нас вода, получается, приходит вообще сверху. Это 100% горная дождевая вода, которая устремляется вдоль вот этого направления и направляется по градусу по низине. Вот такое большое сооружение, ребята, организовывали римляне или средневековые века. Такие мосты
И технологию использовали римляне для пешеходов, для транспорта лошадиных повозок, а также для военных баз и сооружений. Очень мощно строили. Непонятно, с каких камней они все это вырезали. Вот посмотрите, ребята, как они ровно, гладко делали, с помощью каких приспособлений, да? Как они поднимали такие большие глыбы-то. Примерно сам мост, он толщиной где-то около метра. Вот эти блоки около метра. Но здесь у нас в старинном этом мостовом переходе, где остались вот эти колонны, блоки, ну, очень большие, глубины такие. По 1,5, по 2 метра. И они цельные, видно, где-то сборка вырезаны вот с таких вот пород. Большие породы. Но все это делает, друзья, очень удивительно. Видите, это все сохранено сейчас. И люди приходят и довольствуются таким очаровательной красотой. Видите, вот какие растворы, да, остались. Все по градусу, друзья, все по градусу сделано. Какая инженерная точность. Ну что, друзья, вот такое вот видео такого классного сооружения. До скорой встречи, увидимся.